Сейчас мы находимся в районе Барзе, в провинции Дамаск, где раздаем 200 продуктовых наборов для ифтара. Ифтар-наборы семьям из провинции Дамаск. В Сирии проходит второй этап благотворительной акции «Шатер Рамадана» с любовью из Ингушетии. Торговать здесь особо никто и не думает, цены и так ниже рыночных. Цены ниже рыночных. Расскажем, когда откроются сельхозярмарки в регионе, а в Магасе уже успели оценить продукцию. Как прошло предварительное голосование кандидатов в кандидаты и какова явка избирателей в партии «Единая Россия» подвели итоги праймериз. 2 года нас подготавливало дополнительные занятия, занимались по тестам. Основной этап ЕГЭ – второй экзаменационный день. Сегодня выпускники школ сдавали математику. Мы займем почти весь центр города, и по Муталиева, и по Московской, по Тутаевой. Вот заводской район весь займет. Назрань готовится праздновать Мархаш. Город благоустраивается, решаются и коммунальные проблемы жителей. На канале Ингушетия новости 24. Добрый вечер. В Сирии проходит второй этап благотворительной акции «Шатер Рамадана» с любовью из Ингушетии. В рамках гуманитарной миссии семьям из провинции Дамаск раздали ифтар-наборы. Это, как правило, продукты первой необходимости. В последние 10 дней священного месяца «Шатер» выезжает в отдаленные районы провинции, наиболее пострадавших от войны. Отмечу, что с начала акции совершить ифтар в ингушском шатре Рамадана смогли более 4000 постящихся. Из Сирийской Арабской Республики репортаж нашего корреспондента. Шатер Рамадана, организованный по поручению главы республики в Сирии, в рамках второго этапа отправился в отдаленные районы провинции Дамаск, которые также пострадали от войны в Сирии. Команда с любовью из Ингушетии доставила 200 ифтар-наборов на автобусах, специально выделенных для этой цели, к мечети Ас-Салам в районе Барзе провинции Дамаск, а также в квартал Дахар-эль-Мустах, находившийся во время войны на линии огня. Разрушенные дома, вид руин красноречиво свидетельствуют о страданиях, перенесенных местными жителями. Я нахожусь в тяжелом положении. У меня на руках 4 детей, кормильца нет. Добрые люди мне помогают. Очень тяжело. Поможет нам Аллах. Муж у меня умер. Спасибо ингушскому народу. Да вознаградит его Аллах и поможет ему. Они помогают нам. Пусть Аллах даст им силы и вознаградит за всю их доброту. В ифтар-набор входят соки, финики, сладости, фрукты, супы, основные блюда из курицы или мяса с рисом, а также салат, йогурт и чай. Стоит заметить, что благодаря акции сирийский народ впервые получил такие полные ифтар-наборы, которые включают в себя такое разнообразие блюд. Люди были очень тронуты проявленной заботой ингушским народом, который, несмотря на то, что проживает за тысячи километров, искренне переживает и поддерживает сирийский народ. Мне очень трудно, нам нечем платить за жилье, нет холодильника и дом в очень плохом состоянии. Спасибо вам за помощь. До конца месяца Рамадан шатер будет приезжать в разные отдаленные районы провинции Дамаск для раздачи 200 ифтар-наборов ежедневно всем нуждающимся и пострадавшим от войны. Мы, команда с любовью из Ингушетии, начали второй этап акции «Шатер Рамадана», который проводит Республика Ингушетия. Сейчас мы находимся в районе Барзе, в провинции Дамаск, где раздаем 200 продуктовых наборов для ифтара семьям, пострадавшим от войны. Эту акцию мы будем продолжать до последнего дня благословенного месяца Рамадан. Мы считаем своим гуманным долгом помочь этим семьям и поддержать их. Раздаваемые наборы для ифтара – залог братской любви ингушского народа к сирийскому. Благотворительная и гуманитарная работа не знает границ и преодолевает все расстояния и преграды между странами, так как людьми, стремящимися помочь, движет чувство любви, сочувствия и переживания. Именно поэтому Ингушетия пересекла все границы до Сирии. Мака Дударова, Новости 24. С завтрашнего дня и до 1 июня во всех районах республики будут открыты сельскохозяйственные ярмарки, приуроченные к священному месяцу Рамадан. А сегодня качественную продукцию по ценам ниже рыночных можно было приобрести на ярмарке в Магасе, на территории торгового центра, сделано в Ингушетии. Организатор – региональный Минсельхоз. Об ассортименте представленной продукции и ценах расскажет Микаил Тангиев. Мясная и молочная продукция, овощи, фрукты, мед, орехи и многое другое. Изобилие ассортимента продукции, который представлен на сельхозярмарке в Магасе, как всегда радует глаз потенциальных покупателей, которые съехали сюда со всех районов Ингушетии. Торговать здесь особо никто и не думает, цены и так ниже рыночных.
С самого утра сельхозярмарка на окраине Магаса начала затягивать жителей региона, чтобы закупиться перед Мархаш. Главный плюс ярмарки в том, что все рядом, нужно лишь переходить от одной палатки к другой, где представлена не только вкусная, но и полезная продукция. К примеру, Ставропольский край уже в который раз представляет здесь свой широкий ассортимент меда. Мы уже работаем в Назрани очень давно, лет 10. Нашу продукцию очень любят, уважают, она дешевле, чем местная продукция. Ну и качественнее, я думаю. У нас есть мед, перга, прополис, пыльца и все продукции пчеловодства. Впрочем, каждому, как говорится, свое. Покупатели рады сниженным ценам. У них есть возможность запастись продуктами по оптовым расценкам, а продавцы довольны большим спросом, а значит и хорошей выручкой. Продукция у нас, например, сыры, это фермерское хозяйство, домашнее, цены приемлемые, 180 рублей, я думаю. Есть сметана домашняя, есть творог домашний. Масло, вот у нас молочный завод Кизляр. В целом, как вот покупатели подходят? Неплохо, алхамдулилля, неплохо. Они тоже не первый раз знают люди продукцию, приходят, берут. Ингушским предпринимателям также есть чем похвастаться на этом мероприятии вкуса. Спелые помидоры, выращенные в агрокомплексе Сунжа, экологически чистый продукт высокого качества. А приемлемая цена в 75 рублей за килограмм не оставит равнодушным даже самого требовательного покупателя. Первый в этом году вывели помидоры с агрокомплекс Сунжа. И вот на сегодняшний день, что вы здесь видите, это вот такие помидоры мы выращиваем, будем выращивать дальше. Привезли мы сегодня тонну помидору, и половину почти уже продали. Люди подходят, берут с удовольствием, спрашивают. Хасан Евлоев, узнав о ярмарке, приехал сюда из Али-Юрта, чтобы купить вкусный и полезный мед. Дедушка пока приценивается, но говорит, что ассортиментом доволен, а цены приятно удивляют. وذا سچق برانو شمال الخمر كل ما آخر ذاك واللقطلوية يتشيل دق وذا شمال الخمر. داري خم خجان ناخ أن هيني صوص. جاول قدش هم يو شرط داري ويبري ناخ أقول قوج أقول قدش جا هذا سو بازرة. أكيد أخيار ярмарка. Да, юд, сека шел чанда, чanya хижмчис. Администрация города Магас традиционно несколько раз проводит подобные ярмарки на протяжении всего Рамадана, чтобы все желающие могли приобрести продукцию по более выгодной цене. Надо создавать такие условия, чтобы людям жилось более комфортно. И, конечно, пусть это не масштабная помощь, но тем не менее, вот такие ярмарки, это тоже является помощью для наших людей, где они могут дешевле что-то купить. И надо стараться максимально создавать комфортные условия для людей. Ну, конечно, и это все делалось и будет делаться, и это все должно стать хорошей, доброй традицией. Нужно отметить, что это не единственная сельхозярмарка, которая пройдет в регионе до конца священного месяца. Министерство сельского хозяйства Ингушетии организует площадки в каждом районе республики. Минсельхоз по плану запланировал проведение, ярмарок месяц Рамадан в городе Назранском районе, где, базар, рынок, где Вежири называется, это село Икажево. В Малгобецком районе, улица Промышленная, Карбулаки запланировано. Запланировано также в Сунжском районе, где сельскохозяйственный рынок, и реализация нашей продукции. По заверениям всех продавцов, именно их товары самые вкусные и полезные. Только и успевай выбирать. Но самое главное, чтобы покупатели остались довольны. Михаил Тангиев, Султан Булгучев, Новости 24. В Магасе состоялось итоговое заседание Организационного комитета предварительного голосования партии единороссов. Заседание прошло под председательством секретаря регионального отделения, председателя правительства Ингушетии Зелимхана Евлоева. Участники встречи подвели итоги праймериз «Единой России». Голосование прошло 26 мая. В муниципалитетах было открыто 12 счетных участков, на которых могли проголосовать более 100 тысяч избирателей. Это все жители 4 городов и одного сельского поселения, достигшие 18 лет. С 8 утра до 20:00 счетные участки посетили порядка 11 тысяч человек. Это почти 11% от общего числа избирателей. На итоговом заседании оргкомитета утвердили итоговые протоколы результатов счетных комиссий и сформировали итоговые списки кандидатов предварительного голосования для последующего их выдвижения от партии «Единая Россия».
3 часа на решение 20 заданий. Сегодня выпускники школ сдавали экзамен по математике базового и профильного уровней. Для сдачи единого госэкзамена в республике были организованы 2 пункта проведения испытаний. Площадки подготовлены, как всегда, на высокий уровень прозрачности, невозможность пронесения шпаргалок и максимальное наблюдение. Как сдавали ЕГЭ в одном из пунктов в Назране, расскажет Тамара Хашагульгова. Тернистый путь перед сдачей экзамена начинается здесь. Все посторонние предметы перед входом в экзаменационную стерильную зону оставляют на месте. Следующий этап проверки – металлоискатель. Если ничего не звенит, можно заходить в аудиторию с паспортом и ручкой. С таким багажом юноши и девушки подошли к важному испытанию – ЕГЭ по базовой математике. Экзамен не такой трудный, всего 20 заданий и 180 минут для их решения. Для успешной сдачи достаточно набрать 3 балла из 5. К важному жизненному этапу выпускники готовились долго и тщательно, однако от переживаний никуда не деться, признаются ребята. Волнуюсь, много есть, так как я уверена в своих знаниях, я в себе уверена на 70%, 80%. Каждый день готовилась, занималась, решала тесты. Успешная сдача базовой математики и русского позволяет старшеклассникам получить аттестат. Для Софии Мехдиевой, к примеру, достаточно сдать 2 этих экзамена, чтобы поступить в выбранный вуз. Девушка намерена учиться в другой стране. Правда, там на месте ей придется сдавать еще несколько экзаменов, но уже устраиваемых самим университетом. Я поступаю в Азербайджане, в Баку, и там я собираюсь сдать английский и русский. Я поступаю на лингвистический факультет. Буду переводить с английского на русский. Думаю, что я справлюсь там, потому что мы в школе подготавливались. Спасибо нашей классной руководительнице. Она с нами занималась с 10 класса. 2 года нас подготавливала, дополнительные занятия, занимались по тестам. Система проведения единого госэкзамена совершенствуется с каждым годом, чтобы добиться максимальной прозрачности экзаменов. К устоявшейся традиции наличия в каждой аудитории наблюдателя и камеры видеонаблюдения добавилось еще одно ноу-хау, правда, только в нашей республике. У нас новшество есть о том, что вот вы видите, у нас дополнительная камера стоит, она идентифицирует человека по фотографии. То есть это пилотный проект, это единственное в России, вот в Ингушетии начинает этот пилотный проект. Если этот пилотный проект у нас пройдет удачно, то уже этот опыт будет перенимать по всей России у нас. Это очень удобно. Почему? Потому что участник, который проходит, он вместо себя уже никого не может прислать, потому что камера буквально в течение 3 секунд определяет это. И как раньше приходилось доказывать, приходилось вызывать директоров, завучей, они должны были подтвердить. Если система распознавания лиц позволяет избежать ситуации, когда вместо одного экзаменуемого приходит сдавать другой человек, то система видеонаблюдения в аудиториях позволяет родителям выпускников следить за своими детьми в онлайн-режиме, не выходя из дома. Однако многие из них выбрали все-таки прийти вместе со школьниками в пункты сдачи ЕГЭ, чтобы поддержать ребят на месте. У меня сегодня сдает дочка, сдает базовую математику. Мы родители, которые считаем, что главное вложить в голову ребенка знания. Поэтому пошла она сегодня уверенная в себе. Очень надеюсь, получится все, как она задумала. Результаты сегодняшнего экзамена будут известны уже через несколько дней. А пока у ребят впереди еще один обязательный экзамен по русскому языку, который они будут сдавать в понедельник, 3 июня. К нему сегодняшние старшеклассники смогут подойти уже более уверенными, как говорится, сознанием дела. Тамара Хашагульгова, Асхаб Билакиев, Новости 24. За любое благое дело, совершенное в месяц Рамадан, Всевышний Аллах удваивает воздаяние и дарует прощение грехов. Все больше желающих получить довольство Аллаха присоединяются к флешмобу «Месяц чистых дел». Многим семьям оказана материальная помощь в виде строительных материалов, продуктов питания, бытовых принадлежностей, а некоторые, наконец, обрели свой дом. Об очередной акции сюжет нашего корреспондента. Грохот выгружаемого строительного леса звонкий и пугающий, но для семьи Межоевых это шум счастья. Ингуш-Автодор в рамках месяца чистых дел выделил уже 2-й семье стройматериалы на сумму около 200 тысяч рублей.
6 кубов строительного леса, 4 тонны цемента, 40 листов профнастиля и более 1000 блоков. Этих материалов достаточно, чтобы достроить дом полностью. Фундамент Межоевым заложили еще зимой по поручению главы республики после их обращения. В семье 7 человек. Живут в щитовом домике уже 3 года. До этого они ютились у дяди. محيقش сквознякаш хол учи бер сумгуш холож больнице холож ишт бер санёсо пишк дахчит якаш издуа каш шилош хади хандоч газ зётш хол доктор на президент из Новостят. В доме всего 2 комнаты, они же спальня, кухня, ванная и гостиная. Но щитовой дом должным образом не отоплен, поэтому зимы для семьи всегда холодные. Президент раз халёлся, комиссия алейта хажаб муштёл, комиссия из Новостят. Да саудот маснер парзмат бех президент да саудот. Масля да саудот, хатс материал хат эмиссион кос ларды елайр сон кос хакес халха. خمت خانов батареи да саудот соно остя. Суатей там остя. Масля да саудот. Глава семьи попал в больницу с грыжей позвоночника. Зарема из-за детей не может выйти на работу. Весь доход семьи – детское пособие. О трудном положении Мержоевых в Ингуш-Автодоре узнали еще в прошлом году. Тогда ведомство взялось засыпать огромный овраг у них во дворе. Я вам говорю, всех даже я сяду, троицкий, ханзу я сяду, ходим, сунча дох соуди, бодра, сендия сандики хет, бодра бахализи, я вахи хет. Совсем скоро с подмогой родственников Мержоевы возведут свой собственный дом. К слову, в рамках флешмоба «Месяц чистых дел», запущенный по поручению Юнусбека Евкурова, оказана помощь десяткам семьям. И с каждым днем этот список растет. Зелимхан Калоев, Адам Гулоев, Джамалел Тамасханов, Новости 24. К благотворительной акции «Месяц чистых дел» может присоединиться любой желающий, тем более, что для помощи нуждающемуся не обязательно возводить строение, достаточно даже накормить малоимущих или подать воды или финики постящимся на разговение. Суть флешмоба в сближении посредством добра и доставлении радости. Именно с такой целью по адресам малоимущих семей с продуктовыми наборами проехались сотрудники Фонда поддержки предпринимателей. Идрис Ижиев расскажет подробнее. Фатима Магушкова не привыкла жаловаться на жизнь. Она старается добиваться всего сама, несмотря на трудности, которые свалились на ее хрупкие плечи. В небольшом съемном доме семья Магушковых живет 6. У одной из дочерей диабет. Все средства уходят на лечение и оплату жилья. В месяц чистых дел работники Фонда поддержки предпринимательства решили навестить многодетную семью. В рамках флешмоба в месяц чистых дел мы проводим акцию и раздаем нуждающимся продукты. И частично финансовую поддержку предоставляем, отбираем самых нуждающихся, более 10 семей, и по всей республике проезды, проводим работу по всей республике. Именно добрыми делами славится человек. Делать добро всегда приятно. Добровольные пожертвования и небезразличие к ближнему – основа нашей религии. Помощь может быть разной, главное – желание помочь. Да, саду, фонд предпринимателей, хамдим. Ахчи продукты же сунчау халца умахбет да саду чмазня да беркту ашмалёдич. На одном адресе благотворители не останавливаются. Фонд уже оказал поддержку десяткам семьям. На очереди еще одна семья Магушковых. Марьям одна воспитывает 4 детей, но гости не застали хозяйку дома. Почти все время она проводит на работе. После смерти мужа все заботы свалились на нее. Узнав о ситуации семьи, работники фонда решили ее навестить. К флешмобу «Месяц чистых дел» может присоединиться любой желающий. Суть акции очень проста – совершать как можно больше богоугодных дел, неважно словом или делом. Идрис Ижиев, Магомед Белакиев, Новости 24.
До одного из главных мусульманских праздников меньше недели. С приближением Мархаш все внимание жителей региона, конечно же, приковано к торговым центрам и рынкам. На прилавках магазинов и павильонов республики наблюдается традиционное изобилие продуктов питания, фруктов, овощей и других вкусностей. Но как обстоят дела с ценами, завышаются или нет? В поисках ответов на этот вопрос в рейд вышел народный контроль. Совместно с комиссией и на рынок в Назране наведалась наша съемочная группа. Огромный выбор ассортимента. Именно так можно охарактеризовать ситуацию, которая складывается на торговых точках республики во время последней недели поста, перед главным праздником мусульман. Вместе с меняющимся спросом меняются также и цифры на ценниках. И очень часто не в пользу кошельков покупателей. Вот эти розовые сколько стоят? Эти 120, эти 140. Мандарины сколько? Мандарин дорого. 1800 рублей ящик. Просто килограмм скажи. 180 рублей получает, я 190. Почему цены такие у вас высокие именно? Потому что на том рынке мы вчера были, там вообще все дешево. Вот эти мандарин 200 рублей. Однако не везде так. Во многих торговых точках продавцы стараются идти на уступки. Как говорится, сколько продавцов, столько и ценовых политик. Многие торговцы нарушают негласно заведенную традицию завышать цены на ассортимент. Помидор, 150 евро. Это моя розовый. Стоимость продукта варьируется в зависимости от того, кто именно доставляет товар и откуда. За килограмм турецких мандаринов придется выложить 150 рублей, а вот за ингушские яблоки – 70-80. Как признается продавец с 15-летним стажем Мадина Цылоева, ближе к праздникам цены могут на порядок подняться. На сегодняшний день ничего не добавили, на сегодняшний день. Но смотря как мы будем привозить товар, мы будем добавлять свою цену. 15 рублей, самое большее 20 рублей. Взять под контроль ситуацию с ценами на продукты питания. Такая задача стоит перед активистами партийного проекта «Единой России. Народный контроль». Особенно тщательно рейды проводятся перед Мархаш, когда многие продавцы необоснованно завышают цены на самые необходимые товары. В общем, честно говоря, цены высокие. Насколько? Ну, высокие примерно. Есть мандарины по 150 есть, по 120 есть, груши. Вот проверяли, вот эти черешню проверяют 450 рублей, это никуда не годится. Так что проверки будут и здесь мы будем делать проверки во всех населенных наших пунктах нашей республики. Еще одни участники инспекционной комиссии – сотрудники Роспотребнадзора. Они следят за тем, чтобы весь товар соответствовал предусмотренным нормам и стандартам. В ходе рейда они выявили ряд незначительных нарушений. Касательно нашей части, мы смотрим, чтобы на все продукты питания, на все товары имелись ценники, чтобы здесь не реализовывалась некачественная продукция, чтобы сроки хранения соблюдались, условия хранения соблюдались. Так мы здесь не выявили там просроченной продукции, некачественной продукции. Есть замечания по ценникам, то что в некоторых местах отсутствуют ценники с указанием. По данному факту нами будут предприняты меры, дано предписание, чтобы сегодня же эти нарушения были устранены. Если в дальнейшем такие нарушения нами будут выявляться, уже будем составлять административный материал. Мониторинговая комиссия планирует следить за состоянием дел на всех торговых точках республики ежедневно, чтобы ничто не смогло омрачить жителям Ингушетии долгожданный праздник. Тамара Хашагульгова, Ахмед Гандаров, Новости 24. В рамках реализации нацпроекта «Чистая вода» в Насыркорском округе начато строительство артезианских скважин и новой насосной станции в целях обеспечения города бесперебойным водоснабжением. Всего в этом году планируется пробурить 7 скважин. Параллельно проложат водопровод Назрань-Барсуки-Гамурзиева-Плиева. Строительство важного для жизнедеятельности города объекта и водных артерий завершится до конца года. Напомним, что национальный проект «Чистая вода» нацелен на поддержку субъектов России, чтобы довести в малых городах и поселениях качество воды до соответствующих норм. В республике стартовала всероссийская акция «Судебные приставы детям», приуроченная к Международному дню защиты детей. Цель мероприятия – защита прав детей, а также привлечение внимания общественности к проблеме взыскания алиментов. В рамках этой акции судебные приставы Ингушетии провели рейдовые мероприятия в Магасе и Назране по местам жительства должников согласно исполнительным производствам. Целью таких выездов является проверка имущественного положения должника, а также предупредить его о возможных последствиях неуплаты алиментов. В
В Назране приставы навестили 2 должников, их не оказалось дома, но это не освобождает их от уплаты алиментов. Речь идет о привлечении к административной и уголовной ответственности и применении иных мер принудительного исполнения. По одному должнику по месту город Назрань мы выезжаем. Сейчас в данный момент мы находимся возле его дома. У него задолженность около 1 100 000 рублей. Эта задолженность образовывается, если должник у нас не трудоустроен, а за счет задолженности ведется последняя месячная заработная плата Российской Федерации, согласно закону. Поэтому за небольшой срок образуется большая задолженность. Также в рамках этой акции в Управлении Федеральной службы судебных приставов 1 июня пройдет день оказания бесплатной юридической помощи. Сотрудники ведомства окажут помощь в разрешении проблем правового характера в оформлении документов и дадут консультацию по вопросам защиты прав детей. Кроме того, запланированы мероприятия с участием самих виновников торжества. У нас есть детский дом, интернат станица Троицкая, который мы в год несколько раз, а то и 3 раза посещаем, оказываем, дарим подарки, говорим теплые слова, оказываем необходимую юридическую помощь, даем какие-то либо разъяснения по службе, по работе, по задолженностям, которые там имеют их родители. Назрань готовится праздновать Мархаш. В преддверии праздника город благоустраивается. Особенно преображается центр. Высаживаются цветы и деревья, делая жизнь горожан комфортнее и краше. А в Альтиево активными темпами идут работы по расширению и углублению ливневок, приносившие немало хлопот жителям улицы Коллекторная. Репортаж Светланы Томовой. Мархаш Назрань готовится встретить во всей красе. В черте города высаживают цветы. Пока это бархат и сальвия. Это в первую очередь делается для жителей, чтобы они смогли встретить долгожданный праздник в красоте и уюте. Плановые работы мы ведем с марта месяца и до сих пор. Сажали деревья, кустарники, постригали. Мужчины сейчас занимаются пострижкой газона, сорняков. А вот именно к праздникам нашим, к мусульманским праздникам, именно мы сейчас хотим в центре города занялись клумбами, чтобы приурочить это к праздникам, чтобы красивые клумбы были и радовали жителей города. Участки мы займем почти весь центр города, и по Муталиева, и по Московской, по Тутаевой. Вот заводской район весь займет. Ну, практически центральные улицы все займем посадкой цветов. Команда цветоводов приехала из Нальчика. В Ингушетии они трудятся не первый год. Свою работу выполняют на совесть, да и градоначальник строго следит за процессом. Светлана Халишкова вместе со своей бригадой с удовольствием берется за работу. Подмечает, как приятно в Ингушетии относится к посадке цветов. Это солнышко тут будет. Лепестки разные будут. Вот, например, бархат и зеленый лепесток. Где пустые, сейчас сальвы туда высаживать будем. Эти растения у вас очень хорошо приживаются. Они красиво будут смотреться. После посадки немножко они вяленькие, но когда польют, они очухаются, и все будет очень красиво. Мы к вам уже вот 4-й год ездим, и, например, как у вас разбивку делают, как у вас озеленяют, мне, например, очень нравится. У вас к растениям, к цветам очень хорошо относятся. У вас любят озелененные вот эти участки. Пока в центре города застилают цветочные ковры, в Альтиево по улице Коллекторной вовсю работает тяжелая техника. Ливневки рабочие расширяют и углубляют. Проблема с ними на улице была давно. После обильных дождей дома и участки жителей близлежащих домов затапливались. Сейчас же этот вопрос решается на их глазах. Выйти невозможно было. Даже отсюда дети в школу ходят. Вот школа сзади находится. Практически невозможно было пойти и в школу, и куда-нибудь даже выйти на улицу.
практически до 30-40 сантиметров воды было на дороге. Сейчас, по воле Аллаха, все решается. Пока, вот, как вы видите, подтянули технику, решается пока. Протяженность новой ливневой сети будет составлять около 2 километров. Здесь и деревья обрезали с целью дальнейшего расширения дороги. Также по этой улице планируется строительство детского сада на 220 мест. В дальнейшем, по словам главы местной администрации, здесь уложат асфальт и проведут освещение. Сейчас мы вот эту ливневку углубляем и расширяем, чтобы у людей больше не сталкивались с этой проблемой. И еще, видите, вот улицу расширяем, вот сами видите, вот деревья обрубаем, ну, наводим порядок тут. Каждым разом Назрань все краше и ярче. Несмотря на динамику, с которой развивается город, сделать еще предстоит немало, а пока планы постепенно претворяются в жизнь. Светлана Томова, Магомед Белакиев. Новости 24. А вот в Малгобеке до конца 2019 года в рамках нацпроекта формирования комфортной городской среды будут благоустроены 7 общественных территорий. Объекты выбрали по итогам рейтингового голосования. В этот список вошли аллеи имени Гайдара Алиева, улицы Базоркина, Кожедуба, Этуша и Нурадилова. На реализацию проекта предусмотрено 24 миллиона рублей. Всего в период с 2019 по 2024 годы планируется благоустроить 163 общественных территорий, из которых 47 уже в 2019 году. Он внес весомый вклад в историю Ингушетии, став участником создания партийных органов республики. 107 лет назад родился Туган Хаджимохович Мальсагов. Он воевал на Южном фронте комиссаром роты стрелкового полка 343-й дивизии 56-й армии. Получил тяжелое ранение, затем пережил депортацию, занимал ответственные посты в мирное время и при этом никогда не сбавлял активности гражданской позиции. В его честь назван Государственный музей краеведения. О личности, оставившей нестираемый след в истории народа. Репортаж Хади Добриевой. Туган Мальсагов родился в 1912 году в селении Альтиево. После окончания школы работал заведующим читальней в родном селе. Потом в 1932 году поступил в Ингушский педагогический техникум, а затем включился в общественно-политическую деятельность. Когда началась Великая Отечественная, прервав успешно начавшуюся партийную карьеру и оставив молодую жену, Туган, несмотря на то, что ему давали бронь, добровольно ушел на фронт. Этот человек был очень мужественным человеком и очень убежденным коммунистом и убежденным патриотом. Поэтому за ним люди шли. Его слово слушали и слышали, оно доходило до солдат. Поэтому это очень важно. Он был хорошим оратором. Война застала Тугана Мальсагова на должности инструктора обкома партии. На фронте он был политруком стрелковой роты, пока под Ростовом не получил тяжелое осколочное ранение в руку, после которого снова встать в строй ему уже было не суждено. Эти раны давали о себе знать до конца жизни ветерана. За годы войны он успел стать участником Сталинградской битвы, Малгобекской оборонительной операции и пережить ссылку. Он внес огромный вклад в то, чтобы укрепить нашу обороноспособность в самом начале войны. Трудности, выпавшие на долю Тугана Хаджимоховича, не сломили его. Он самоотверженно трудился на многих ответственных постах и оставил после себя бесценную святыню – хранилище истории и культуры народа. Тяжело было участнику войны, проливавшему кровь на войне и не раз смотревшему смерти в глаза, потерявшему на фронте младшего брата, видя страдания ни в чем не повинных, горячо любимых им людей. Тогда он дал себе слово, во что бы то ни стало, восстановить историческую правду. Эта мысль для Тугана стала отправной точкой того великого дела, которому он посвятил все оставшиеся годы. В течение многих лет, задолго до основания музея, Мальсагов начал ездить по селам, собирать материалы, тратя на это личные средства. Пенсионную книжку он отдал супруге, а зарплату тратил на создание музея. Супруга не только с пониманием относилась к деятельности мужа, но и как могла старалась оградить его от житейских волнений и тревог. Сейчас музейный фонд насчитывает более 40 тысяч экспонатов, среди которых фотографии, письма и самое ценное – кители с боевыми наградами ветеранов. У нас в постоянной экспозиции находится костюм основателя нашего Тугана Хаджимоховича Мальсагова с его медалями. Он был награжден медалью за отвагу, медалью за победу над Германией и за оборону Кавказа.
Туган Хаджимохович был отважным человеком и доказал свое мужество на деле, на войне и в мирной жизни. Он обладал мужеством и личным, и гражданским. У него была одна заветная мечта, чтобы у ингушей появилась своя республика, своя государственность. Он любил каждую тропиночку своего края, каждое деревце и каждый камень в своем городе. Ярый борец за восстановление прав своего народа, Туган пользовался уважением и большим авторитетом у представителей других народов, проживавших в Ингушетии, а особенно тянулись к нему ветераны Великой Отечественной. Их объединяла война, проверенные в ее горниле характеры, настоящие мужские качества. Воспитанием Тугана занимался отец. Именно он отдал его в Кантышевское медресе, закончить которое ему не удалось. Но познания в религии, полученные там, стали основой его морали и нравственности, которые в то непростое советское время позволили воспитать уже своих детей по всем нормам эсдела и обычаям ингушей. Сылхал стумгышхан чанис уре деламыз киснут иши. Цмарн дурцу. Да тутцак ягар я ди işte toçok der хамхан дыртхбалы. Но наныз уалыр. Шындар я сугварц. Сөз элш долаш дашкыс тикхадыш дашкыс. В ноябре 1983 года после продолжительной болезни Тугана Хаджимоховича не стало. Он прожил 71 год. Подвиги Мальсагова были отмечены многими наградами, медалями за победу над Германией в Великой Отечественной войне, за оборону Кавказа, Сталинграда, за отвагу, трудовую доблесть и не только. В 2002 году его посмертно наградили орденом за заслуги, высшей госнаградой Ингушетии, для которой так много сделал этот человек. Продолжателем дела Тугана стал его старший внук, ныне директор Ингушского государственного музея краеведения имени Тугана Мальсагова Магомед Закриевич Сагов, который трепетно и бережно относится к наследию своего именитого деда. Здесь уже работают отдел хранения, отдел научный, отдел археологии, отдел этнографии, зал Великой Отечественной, духовный зал, зал государственности. И вот сегодня в наших фондах сосредоточено более 47 тысяч экспонатов. Музей имени Тугана Мальсагова с каждым годом пополняется самыми различными экспонатами. Здесь хранятся ценные памятники культуры, собранные свидетельства как древней истории ингушей, так и военного прошлого. Самые различные коллекции по истории и этнографии ингушского народа. Это самое главное наследие, которое оставил для потомков Туган Мальсагов. На этом наш выпуск завершен. Оставайтесь на Национальном.